Это мое село, это моя собственность. Задача комитета как раз-таки сохранить архитектурный комплекс так, как он и был изначально. Эти земли никому не были не нужны. Вот. Как только заговорили за Мамисон, стали вот архивные эти данные поднимать. Эта земля в нашем государстве принадлежит народу. Застывшее на стыке времен селение Лисри. Только силой своего воображения мы можем себе представить, как здесь когда-то кипела жизнь. Но по факту до середины XIX века Лисри было одним из крупнейших населенных пунктов Мамисонского ущелья. Здесь проживало 120 человек. По данным переписи 2010 года здесь прописан только 1 человек. В этих краях часто можно увидеть автобусы с туристами из других регионов России. Их привозят в Мамисонское ущелье, чтобы дать возможность прикоснуться к уникальной древней истории Алании. По факту на территории памятника культуры федерального значения разруха и запустение, а среди аутентичных башен выросли бетонные новостройки. Возведено уже несколько зданий, которые уничтожают исторический вид одного из главных архитектурных комплексов республики. Открываем в сети интернет публичную кадастровую карту России. Здесь в режиме онлайн реестр предоставляет информацию по участкам недвижимости. Находим Северную Осетию, ищем территорию Лисри. Сложно поверить, но земли в районе объекта культурного наследия в частной собственности. Любопытно, но информации об особом предназначении этих земель тут нет. Мы решили провести расследование и выяснить, каким образом люди смогли приобрести в собственность землю, на которой находится памятник культурного наследия федерального значения, и возвести там дома. На каком этапе государственная система, регламентирующая их статус, дала сбой? Кто обязан, если не восстановить, то по крайней мере следить за санитарным состоянием таких территорий? Вместе с нами во всех нюансах этого дела будет разбираться специалист по земельным вопросам, блогер Сослан Хухоев. Для начала отправляемся в Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия Алания. Если на территории находится земельного участка объект культурного наследия, у документа, получающего право аренды или пользования, есть обременение. Вот оно же должно быть, это обременение зарегистрировано в Росреестре. Конечно. А кем оно регистрировано? Самое интересное, что вот мы очень тут тесно работаем с Росреестром, с Казбеком Назировичем Токаевым, очень тесно работаем, постоянно мы в контакте. У них есть наш перечень, то есть объектов. И когда мы, когда получается, происходит сделки купли-продажи, передачи в аренду и так далее, они нам посылают запросы по межведу о том, чтобы мы предоставили информацию или подтвердили ранее предоставленную информацию, есть ли там объекты культурного наследия. Если участок в границах охранной зоны, на земли накладывается обременение. Стоит задуматься о целесообразности приобретения таких территорий в собственность, ведь все строительные, монтажные и другие работы здесь разрешены только после согласования с Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия Алания. В данном случае в селении Лисри там получается, что исходя из публичной кадастровой карты, там нет никаких обременений. Как нет? Архитектурный комплекс. На кадастровой карте Не отмечено. не отмечено это в кадастре. Это вопрос. И в Выписках реестре нету. тоже нету. Нет, это тогда Это же вопрос прям в кадастровой там должно быть палате. особо таких. У представителей кадастровой службы было свое мнение на этот счет. Этот вот цвет участков, это вот временные, вот это вот учтенные. Вот у этого еще прав нет, у этого нет прав, это ранее учтенный первый участок. А вот эти вот участки уже зеленые, которые зарегистрированы права. Вот если вы посмотрите по спутниковой карте, там очень наглядно видно, где находится этот участок, видно, что это прямо в центре памятника. Ничего не будет на участке, ничего. Там уже построено. Да, там не только навес. Нет, вот на этом участке. Там дом. На берегу с красной. Давайте понимать одну вещь, что в свое время все эти участки стояли на учете как особо охраняемые. Да. Потом они были выведены из перечня особо охраняемых.
Свой особый статус архитектурный комплекс Лисри приобрел еще в 1995 году, когда указом президента России был признан памятником градостроительства и архитектуры. В 2008 году впервые заговорили о проекте Мамисон. Именно тогда идея стать обладателем земли в этих краях стала притягательна для многих жителей Осетии. Собственность в районе будущего кластера, где активно развивается инфраструктура, сулила в будущем солидные перспективы и дивиденды. Эти земли никому не были не нужны. Вот. Как только заговорили за Мамисон, стали вот архивные эти данные поднимать, вот это вот лет 10 вот это уже. И вот порасмотали. Большинство участков были поставлены на учет в 2014-2015 годах. Есть и территории, межевание которых происходило раньше и позже. Получается, люди, которые покупали здесь земли и начинали строительство, не знали или не хотели знать о том, что нарушают закон. Кадастровая палата – именно тот орган, который контролирует соблюдение границ территорий, а также проводит межевание и фиксирует данные о владельцах. Раз, два, три. Здесь у меня будет кухня. Здесь я поставлю стол, диван, а там будет балкон с видом на ущелье. А тут горшок с геранью. Замечательно получится. А тебя ничего не смущает? А что меня должно смущать? Это земля моих предков. Что хочу, то и творю. Раз, два. Лисри – родовое селение фамилии Дарчиевых. Здесь несколько фамильных башен и других сооружений, которые хранят фамильную историю. Представители Дарчиевых приняли попытку остановить разрушение памятника. О законности и правомерности этих действий судить не нам. А вот тот факт, что за 3 года владения землей ни одна из фамильных башен не была восстановлена, заставляет задуматься. Я представитель фамилии Да, мы Дарчиевых. только за. Это мое село, это моя собственность, это собственность моих предков. И каждая башня, там башня Дарчиева. Задача комитета как раз-таки сохранить архитектурный комплекс так, как он и был изначально. Не обязательно для Дарчиевых, а и для Чехоевых, и для Ивановых, и Петровых, и Абаевых, Кто и так будет далее. сохранять? Государство будет сохранять. Когда? Вот когда вы образовали общественное объединение, цель тогда комитета была, чтобы передать в безвозмездное пользование башню, и чтобы вы ее, если не может государство, помогли государству сохранить эту башню. Алан, а теперь можно вам вопрос? Давайте. Почему Гурееву Да. ничего не помешало восстановить башню Куртай-Тага? Она точно так же. Это риторический вопрос. Вы знаете, кто такой Гуреев и его возможности? Вы знаете, что на этот дом вся фамилия... Подождите. Простым элементарным способом. Вы передаете нам на баланс нашей организации, мы подаем заявку вам, и вы отправляете заявку в Минкульт Российской Федерации на ежегодный перечень восстановительных работ на эти башни. У нас на это денег нет. Можно я прямо в тайну скажу, что условием попадания в федеральную целевую программу «Культура России» является то, если объект находится в федеральной собственности. И ни на каком балансе речь не могла идти изначально. А вот давайте так, и республиканская собственность тоже заходит. Нет. Федеральная? Да ладно. Ну как так, Мы на тот работаем в момент. федеральной целевой программе. На тот момент. Давайте по-другому, хорошо. Федеральная Вы собственность. будете убеждать, Наши что башни я знаю, являются что памятником федерального значения. значение, но не Так? В чьей федеральной собственности? собственности. А тогда второй вопрос. В чьей собственности эти памятники? Вот сейчас бесхозяйные. Вот. Бесхозяйные. Это странное слово скрывает за собой страшный смысл. Объект без хозяина, восстановлением, реставрацией или консервацией которого никто не занимается. Теплится надежда на развитие проекта Мамисон, ведь при разработке инфраструктуры кластера надо думать и о привлекательных для будущих туристов исторических объектах. Именно Лисри мог бы стать той вишенкой на туристическом торте. Мы сделали запрос курортам Северного Кавказа. Они нам тоже ответили. Оказывается, земля есть, но курорты Северного Кавказа, делая, как и сейчас, наверное, делается, туристический проект, они ушли от озеленения. Вот смотрите, вот это зеленым, это
земля тронута Северного Кавказа. А Лисри они пропустили, не захотели заворачивать. А знаете почему? Потому что это обременение зачем? Это потому что объект культурного наследия федерального значения. К сожалению, можно говорить и о несовершенстве законодательной системы в области регулирования прав в отношении памятников федерального значения. С одной стороны, законный гнев фамилий, которые претендуют на земли своих предков. С другой – опасность полностью утратить уникальные памятники культуры осетинского народа. Именно поэтому строительство на таких особых территориях разрешено только после согласования проекта с Комитетом по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания. На территории Лисри возведено несколько объектов. И хотя у всех разный статус, исторический облик старинного селения, они уродуют одинаково. Пристройка к башне. У него согласованный проект, мы специально подняли. Это он при историческую фотографию представил, но он не по проекту это сделал. Мы ему выписали предписание и обязали его, чтобы он его сделал в соответствии с проектом. То есть там была пристройка к башне, как жилое помещение Ганах, с покатой крышей, то есть не такой вот бордового цвета современный, а с плоской крышей. Мы нашли в архивах 60-х годов кадры, на которых этот дом очень хорошо виден. Люди научились использовать даже недобрые дары Терека. Из камней строили изгороди, и вот такие дома. Даже если он не повторяет на 100% своего предшественника, его проектный вариант оставляет надежду на сохранение исторического облика села. Громкий прецедент в этой области – снос жилого здания в охранной зоне Завгийской крепости. Вела и выиграла это дело адвокат Людмила Шрамко. Тогда общество разделилось на тех, кто радовался восстановлению исторической справедливости, и тех, кто сочувствовал незадачливым владельцам дома. Вопрос от Зевгиши. Вот вы же хотели начинать с этого, а ведь тоже то же самое было, когда Ахполова сделала заявление о том, что это наша башня. Кстати, мы установили, что это не Ахполова башня была в Зевгише. И очень просто. И когда они по фиктивным документам, выпискам из по-хозяйственной книги земельный участок этот захватили, то тогда тоже стоял вопрос: это моя земля, это мои предки. А в результате XIV века Наскальная крепость была... Нет, здесь разное. Вы подводку делаете другую. Это наши фамильные башни. И ваш же комитет это подтверждает. Так она тоже поговорила, что это фамильная тоже башня. нет. Если напротив строительства Вы же не против? в границах территории объекта. Подождите, на тот момент, когда мы строили дом, границ не было. Кроме строений Дарчиевых, в Лисри также есть Ганах Сидаковых, башня Айларовых и башня Маурауовых. Но мы знаем, что башенное строительство в Осетии началось с появлением огнестрельного оружия, то есть в 16-17 веках. Что же здесь располагалось ранее? Неужели эти места были безлюдны? Селение Лисри, конечно, древнейшее поселение. И там будут и древнейшие погребения, и более древние дома, которые уже покрылись этим. Уходят в грунт, покрываются грунты и так далее. Кстати, очень быстро это уходит. И действительно, по данным Виталия Отменова, нижний ярус святилища в 1984 году был высотой 1 метр 80 сантиметров. Сейчас он чуть больше метра. Время беспощадно. Слои перегноя год за годом поглощают этот уникальный памятник. Он разрушается, и через несколько лет мы сможем видеть его только на фотографиях. Осетия – уникальное место. Кажется, что сейчас я прогуливаюсь по обычной поляне. Но на самом деле даже здесь наверняка земля таит в себе множество исторических артефактов. Ведь в Листре никогда еще не проводились археологические раскопки. Выше Лисри есть поселение Калак. Это поселение торговый такой ремесленный центр, торговый. И, видимо, там вот был торговый ремесленный центр Калак. Таких Калак еще в нескольких местах есть.
Например, в Южной Осетии Эдес-Калак, там, где царсацкий памятник, я раскапывал. И здесь тоже, наверное, такой пункт был. И вот близко от него всегда были поселения очень древние, потому что это еще с аланских времен они остались, вот эти поселения древнейшие. И теперешние постройки, которые там сохранились, башни, склепы, святилища, это все более позднего времени. А более древние находятся под землей, и нужно их только оберегать от случайных этих самых повреждений. И рано или поздно их придется раскапывать. Это еще одна веская причина запрета на строительные работы без соответствующих проектов и надзора. Ведь каждый вырытый котлован на этой земле может стать точкой невозврата для будущих археологических работ. Прогуляться по территории Лисри тоже достаточно сложно. Собственники земель не спешат следить за санитарным состоянием своих участков. У этих участков у всех есть или пользователи, или собственники. А они обязаны содержать свои участки в надлежащем виде. И вот если они их не содержат в надлежащем виде, он должен соответствующие санкции к ним применять. Глава поселения не должен за этих пользователей исполнять их работу. Его задача заставить, если они не хотят, их исполнять вот эти свои обязанности. То есть, если участок находится в чьей-то собственности, они имеют право потребовать Конечно. у них, чтобы... Конечно. Они их содержать, чтобы там и мусора не было, чтобы от сорняков не было, то, что у нас происходит. Тем более у нас есть карантинные растения, которые обязаны скашивать ежегодно. Чермен Кучиев совсем недавно в должности главы Зарамакского поселения, к которому относится Лисри. Используя различные административные меры, нынешнему главе Зарамакского поселения, а также администрации местного самоуправления Алагирского района придется решать проблемы, которые достались им в наследство от предыдущей власти. Вот эти источники, да, вот убрал, 2-3 дня проходит, то же самое. Мусор вывозить очень дорого, там с Тибори с 5000. Глава поселения должен известить администрацию района, что на его территории ведется незаконное строительство. После чего мы туда направляем архитектора, который требует соответствующие документы. Если этих документов нет, ему делается предписание. Если он не исполняет, направляется в правоохранительные органы, чтобы пресечь незаконное строительство. А если строительство уже было произведено? Тогда, значит, подается в суд заявление на снос незаконного строения. Строительство на противоположном берегу успели приостановить. Лишь фундамент и сложенные на земле строительные материалы напоминают об очередной попытке нарушить закон. Мы со всеми администрациями местного самоуправления очень тесно работаем. Они в курсе, потому что мы направляем перечень объектов культурного наследия, которые на их территории находятся, периодически информируем их об ответственности, потому что у нас есть межрегиональная рабочая группа, которая рассматривает вопросы о нарушении законодательства об охране культурного наследия. Ответственность какая? Она и уголовная даже есть, и административная в том числе. И возглавляет эту рабочую группу первый заместитель председателя правительства Сабаткоев. То есть достаточно на высоком уровне мы эти вопросы рассматриваем. Суровое наказание, административные штрафы, повестки в суд. Инструментов воздействия на недобросовестных землевладельцев немало. Но если не изменится наше самосознание, если не появится стремление сохранить мелкие крупицы наследия предков, даже в ущерб собственным интересам, ситуацию не переломить. Или говорить, что я патриот, и говорить о любви к своей родине, к маленькой родине или большой, с рогом в руках, это, конечно, тоже хорошо. Но на самом деле нужно уважать и любить свою родину, ее предков, ее достояние, то, что нам они оставили, наши предки. Ведь кроме того, что они нам оставили свой язык, территорию, артовский эпос, они нам свою память о себе оставили в земле, в этих памятниках. И нужно это хранить, беречь, любить.
Лисри далеко не единственный проблемный объект культурного наследия в Осетии. Внешний вид таких уникальных памятников, как Галиат и Цимыти, тоже все дальше от исторического. Кто виноват? Возможно, жители республики, которые в стремлении заполучить землю не думают о сохранении истории и культуры своего народа. Или вина на государственных структурах, которые годами не видят и не хотят видеть незаконные постройки. Или на недобросовестных чиновниках, которые в свое время допустили продажу этих земель. Ясно одно – государственная система не работала на предупреждение подобных ситуаций. И сегодня по факту нет отработанных алгоритмов решения строительного произвола на землях памятников культуры федерального значения.